Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 50 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. 14 июля из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер. А в соседней России постепенно снимают введенные в связи с распространением коронавируса ограничения. Так, в ближайшее время возобновятся международные перелеты. Правда, пока что речь идет только о формировании списка стран для взаимного открытия рейсов. Кроме того, с 15 июля Россия отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну граждан. Однако это не говорит о том, что в Российской Федерации полностью победили инфекцию и опасность возникновения новой вспышки миновала. Наш корреспондент Алика Трапш связалась по видеосвязи с министром здравоохранения Республики Северная Осетия Алания Тамерланом Гагичаевым и главным государственным санитарным врачом Южной Осетии Мариной Качиевой, чтобы узнать о ситуации с COVID-19 в этих республиках. И вот что они рассказали. Здравствуйте, Тамерлан Казбекович. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация в республике в связи с пандемией коронавируса? Как вы боретесь с болезнью? Скажите, пожалуйста, какое общее количество заболевших, выздоровевших? Здравствуйте. Хочу поприветствовать и своих коллег, и братский наш народ, и пожелать прежде всего всем здравия, чтобы все были в здоровье. Что касается нашей республики, у нас сейчас наблюдается некий спад. Этот спад определяется уже на протяжении последних 3 недель. В республике в стационарах находится около 204-200, на данный момент на утро было 204 пациента. Какое общее количество заболевших и были ли случаи летального исхода? 4285 пациентов, будем так говорить, те, которые у нас заболели. Сколько случаев летального исхода? Летальных исходов на данный момент, те, которые умерли у нас от ковид, это 68 пациентов. Есть и другие летальные исходы, они связаны как не только с ковидом, но пациенты, которые были в этих госпиталях не с подтвержденным ковидом, а с другой какой-то патологией. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день есть ли послабление карантина? Послабление у нас есть, но все равно сохраняется масочный режим на территории республики, который обязателен. Обязательно масочный режим и соблюдение социальной дистанции, в том числе для тех торговых точек, которые уже открыты. В общественном транспорте места обозначены вот таким изоляционной лентой или сигнальной лентой, чтобы рядом друг с другом не сидели. За этим следит и Роспотребнадзор, и Министерство внутренних дел нашей республики. Тамерлан Казбекович, скажите, пожалуйста, как в целом сами жители относятся к сложившейся ситуации? Верят ли они в существование вируса? Я скажу так, что в начале, когда мы довели информационную работу, основная часть населения все же прислушалась и верила, потому что их самосознание, инстинкт самосохранения позволял провести эту самоизоляцию. Но я не скрою, не буду лукавить, что была часть населения, которая говорила, что нет никакого коронавируса, это обычная инфекция вирусная, и никакого страха или каких-то опасений не вызывает. К большому сожалению, такая часть была, и эта информация каким-то образом распространялась и в средствах массовой информации, что приводило и привело к негативным последствиям в, будем так говорить, распространении инфекции на территории республики. Спасибо большое за нашу беседу. Мы пристально следим за событиями в Северной Осетии по поводу пандемии коронавируса и искренне желаем нашему братскому народу здоровья и благополучия. Вам большое спасибо и всем здоровья. Берегите себя и своих близких, чтобы все у вас было хорошо. У вас, у нас, у всех. И чтобы были лучшие времена, чтобы мы все же могли посещать ваше прекрасное побережье, вашу прекрасную республику. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Марина Мухаровна, расскажите, пожалуйста, какова ситуация эпидемиологическая в Южной Осетии? Общее количество заболевших, выздоровевших? Расскажите, пожалуйста.
Здравствуйте, я хочу приветствовать своих братьев в Абхазии. Спасибо, что вы с нами связались. Я на ваш вопрос отвечаю, могу сказать, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике Южная Осетия стабильная. Всего под медицинским наблюдением находится 70 наших граждан. Из них в медицинских организациях находится 42 человека. Всего у нас за все время карантина, в котором мы пребываем до сегодняшнего дня, были выявлены 87 ковид-положительных, лабораторно подтвержденных. В настоящее время у нас только 2 больных в нашем стационаре, в инфекционном отделении. Все остальные выписаны, выздоровевшие. Скажите, а есть ли послабление ограничительных мер? Ну, надо понимать, что 4-5 месяцев находиться в таком режиме, это, конечно, очень сложно. Но сейчас вот было принято решение проработать некоторые вопросы, значит, по ослаблению режима, карантинного режима. У нас тоже есть часть людей, которые верят в это, часть те, которые у нас неверующие. Но вместе с тем мы, как специалисты, обязаны выполнять строго все по инструкциям, по правилам, потому что у нас только одна цель – не допустить данную инфекцию на территории нашей республики и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие. Спасибо большое, Марина Мухаровна, что ответили на наши вопросы. Мы желаем крепкого здоровья всему юго-осетинскому народу и всего самого доброго. Спасибо вам большое. Я вам также желаю всего самого наилучшего, здоровья в первую очередь. И дай Бог, чтобы это все закончилось поскорее, и мы друг к другу ездили без всяких ограничений и карантинных мероприятий. Всего вам самого наилучшего. Спасибо. Спасибо, всего хорошего. В Общественной палате Абхазии обсудили актуальные проблемы аграрной сферы и различные пути выхода из экономического кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции. На встречу были приглашены первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и депутаты парламента. Подробности в репортаже Эсмы Голанзе. Пути развития сельского хозяйства в условиях пандемии. Повестка дня очередного заседания Общественной палаты. Чтобы выслушать различные мнения и найти выход из экономического кризиса, на встречу были приглашены специалисты. Как отметил директор ЦСИ Олег Доменья, разработанная в 2015 году стратегия социально-экономического развития Абхазии до сих пор не теряет своей актуальности. Эта стратегия, она имеет право на существование. То есть это единственный, пожалуй, легитимный правовой документ, которым наше государство еще располагает. Что касается сельского хозяйства, мы, естественно, в этой стратегии выделили из отраслей, из которых состоит наше общество, выделили наиболее приоритетные. В сфере, то есть в сфере экономики сельское хозяйство мы поставили на первое место среди приоритетных. А там приоритетными являются сельское хозяйство, энергетика и туризм. Многие из выступавших отмечали необходимость специальных антикризисных мер, в число которых входит поддержка национальных производителей. Мы представляли властям неоднократно, что нужно государственную экономическую политику, которая защищает национальных производителей. Для этого повышенные ставки пошлин, это весь мир этим пользуется. А мы все ждем, кто нам подскажет. У нас есть реальный механизм, есть закон о таможенном тарифе, таможенный кодекс, который позволяют применять так называемые антидемпинговые пошлины. Это сбросовые цены, когда применяют. Это делают не иностранные предприниматели, наши местные. Экономист Хатуна Шатыпа главными причинами упадка сельского хозяйства назвала мизерные объемы финансирования и неэффективную систему управления отраслью. На сельское хозяйство, которое является приоритетной отраслью, за последние 10 лет
финансирование сокращается из бюджета в долларовом эквиваленте в 2,5 раза. Кто голосует за такой бюджет? Знаем, депутаты. И вот тут вот встает вопрос, почему депутаты, а их численность позволяет очень остро ставить вопросы в помощь сельскому хозяйству и блокировать вот такую ущербную статью финансирования. Почему это не происходит? В этом году, да, заложено 15 миллионов, на что мы проводили большие дискуссии, обсуждали вопрос, но, к большому сожалению, мы столкнулись с тем вопросом, что и эти 15 миллионов не были обоснованы, на что они будут потрачены. Соответствующие службы, ведомства или министерства должны подготовить проект. Просто взять цифру там 15 дат, 50 дат, 100 миллионов дат, без плана развития какой-то программы, оно как-то не обосновано. На заседание были также приглашены жители сел, которые озвучили наболевшие вопросы. Среди них проблема сбыта сельхозпродукции и отсутствие в районах специалистов по животноводству. Надо помочь крестьянину сбыть. Сбыта нету. Вот я вам скажу, у меня дома что происходит, если вам интересно. Вот у меня зерно 2 тонны вот сейчас для продажи имею. А вы знаете, зерно сколько стоит? 25 рублей, 20 рублей. А мука стоит 80. Мясо вы покупали, хорошее мясо, за 250. 450 стоит мясо. Реально, надо проблему искать там, где она начинается. Здесь сидеть, эту проблему решать. Здесь все умные, грамотные, я не сомневаюсь, намного умнее меня. Но этого нам не надо, понимаете? Надо решать там, где это начинается. По мнению первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопо, необходимо разработать специальные проекты, направленные на решение проблем крестьян. В разработке находится проект закона, вот здесь у меня лежит, о развитии сельского хозяйства, проект закона о сельском хозяйстве. Если этот закон пройдет, я не знаю, когда они будут рассматривать, мы еще там, юристы занимаются, но тем не менее, сказать, что уже какие-то средства на развитие сельского хозяйства, именно вот не 15 миллионов, не 10, не 60, которые тоже, говорят, не осваиваются, но этого быть не должно и не будет, потому что они уже будут расписаны, по каким направлениям, в какой отрасли эти средства будут использованы. Несмотря на разные формулировки, участники заседания сошлись во мнении, что именно аграрная отрасль должна занять приоритетное место в экономике республики. Эсма Гуландзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В Государственном внебюджетном фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии сейчас идет работа над новым проектом устава организации. Представители фонда в студии Абхазского телевидения рассказали о грядущих переменах и о своем видении дальнейшей работы. Предлагаем чуть изменить схему управления. Вот как 11 лет фонд работал, но не получилось так, чтобы он принес пользу нашим братьям-ветеранам с таким мощным бюджетом и с такой хорошей поддержкой. Мы как предлагаем побольше сэкономить денег для наших же ветеранов и инвалидов и правильно все распределить. И вроде бы за 3 месяца уже видно, что немало получается и идет в пользу. И дальше тоже так же и будет. Но для начала мы сперва, как вот сказали мои братья, должны в любом случае решить этот вопрос, потому что у нас очень много, к сожалению, лжеветеранов и инвалидов. В каждом батальоне по 2, по 3 человека раскинуты. И вот эту первую проблему мы решаем, и автоматически материальная помощь увеличивается, и все льготы для ветеранов, кому положено, именно ветерану-инвалиду войны. Сразу все улучшается со всех сторон. А так как вот мы им говорим, даже в процессе этого не останавливалась работа, как помогали и помогаем нашим братьям-ветеранам, и отправляем и на лечение, и везде. Просто чуть меняем схему правления. Беседу с представителями Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии смотрите в рубрике «Амшик Шараяцу» сразу после новостей.
Как мы уже сообщали, разразившаяся в ночь на 13 июля гроза нанесла немалый ущерб некоторым селам Гудаутского района. А в ночь на 14 июля в результате проливных дождей было подтоплено около 50 частных домовладений в центральной части города Гал. Смотрите репортаж пресс-службы МЧС. 13 июля в результате проливных дождей было подтоплено около 50 частных домовладений в центральной части города Гал. Больше всего от стихии пострадали участки, расположенные вдоль русла городской реки. В некоторых местах уровень воды поднимался до 1 метра. По поручению правительства Абхазии ситуация была взята под особый контроль. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Лев Квициния поручил руководителям подразделений задействовать для этого максимальное количество спасателей и спецтехники. Пожарно-спасательная часть города Гал была переведена на усиленный режим дежурства и мониторинга ситуации. Ранним утром 14 июля на помощь галцам прибыли 4 пожарные автоцистерны из Сухума, Гулрыбша, Ачамчиры и Ткварчала. Было задействовано более 35 человек личного состава. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния лично руководил работой сотрудников ведомства. Дождь шел всю ночь. Вода оставила после себя толстый слой ила и грязи. Спасатели и пожарные работали на самых проблемных участках. Они помогали местным жителям смывать грязь со дворов и убирать ее лопатами. Постоянно при любом дожде, видимо, вот переходят вот эти канавы большие, и все, затопляет почти половина населения. И постоянно люди страдают, в дома вот так заходит вода. Вся вода, которая с этой улицы идет, вот эта улица Калинина, выходит прямо на Басарье. И полностью первые этажи в основном все затоплены. Они на втором живут, но они не могут фактически ремонт сделать. Потому что невозможно, как дождь, все затопляется. Надо проблему решать. Ни второй год, ни третий год, ни один раз брат сдайна, брат сдахам сгуэ. А у нас сырты схара, сырты не сырты застоход, шаба абсолютно скучно результат, что за его застоход, высосатки. Схочим из вилла, я бом надо сильно, то ба бризгать скандела зига зияманисо. А кому сырки все ходим, а соседи видят все. И это не осталось, ничего не осталось, теперь там вообще ничего нету. Вот огород как плавает, посмотрите сами. Это ерунда, что сейчас вода открыла, все пустила. Это было где-то сантиметров 60. По словам горожан, подобная ситуация складывается практически ежегодно. Местные жители выразили благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь и не перестают надеяться на то, что проблемы с ливневками и заторами в реке будут устранены. Запущено транспортное сообщение между столицей и высокогорным селом Псху. Раньше туда добирались только на самолете или вертолете, и поэтому сельчане покидали свои дома только в случае острой необходимости. Первый автобусный рейс на Псху стартовал со столичного рынка 7 июля утром. Планируется, что маршрут станет регулярным. Царек Варасхелия продолжит тему. Высокогорное село Псху – одно из самых красивых в Абхазии. Глубокая одноименная долина, в которой оно расположено, скрыта между главным Кавказским и Бзыбским хребтами. Со всех сторон низменность окружают высокие горы. Их зеленые скалистые гребни подняты над дном лесистой чаши на 2000 метров. Все тропы, ведущие в Псху, труднопроходимы и идут через горные перевалы. До недавних пор попасть в село можно было исключительно по воздуху, на самолете или вертолете. Теперь появилась возможность добраться туда и на наземном транспорте. Так, первый автобусный маршрутный рейс Сухум-Псху состоялся 7 июля. По многочисленным просьбам жителей села Псху мы много имели переговоров с администрацией, с главой администрации, с Сухумским районом. И в конце концов силами и средствами Сухумского района администрации был приобретен данный транспорт и передан администрации села Псху. После этого момента мы начали обсуждать все варианты, возможности, как запустить этот транспорт. Расчеты все делали, согласовано это с Министерством экономики. На данный момент у нас, к сожалению, одна единица этого транспорта для эффективного обслуживания населения.
необходим еще второй транспорт. В этом направлении нами ведутся переговоры с руководством, и я надеюсь, что в кратчайшие сроки, если не получится, но в ближайшей перспективе, что у нас будет вторая единица транспорта для того, чтобы качественно это обслуживать населению. Курсировать по маршруту будет автомобиль марки ГАЗ. Транспорт приобретен за счет средств администрации Сухумского района. Рассчитан он на 17 посадочных мест. Стоимость проезда составляет 700 рублей, не считая перевоза багажа. Сама идея сообщения между Сухумом и населенным данным пунктом, она возникла давно, обсуждалась давно, но, к счастью, для жителей в первую очередь этот вопрос решился. И, надеюсь, в дальнейшем регулярно будут осуществляться эти графики. Дорожные условия не самые, конечно, замечательные, но и в этом направлении, я думаю, мы все вопросы будем совместно решать. Жители встретили этот маршрут с воодушевлением, с радостью. Водитель был встречен. По словам Леонида Шулумба, дни рейса будут согласовываться с жителями села. Время в пути по маршруту Сухум-Псху составляет около 8 часов. Машина отходит от Сухумского рынка в 9 часов утра. Следующий выезд планируется 17 июля. Сария Кварацхеля, Тамас Чиковани, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Русские романсы, арии из произведений европейских и российских композиторов и много других интересных номеров ждет любителей классической музыки в программе концерта солистов филармонии Наны Черкезии и Алхаса Ферсба. Партию фортепиано исполнит Астанда Джикирба. Вести вечер будет художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джейня. Первый концерт после отмены ограничительных мер из-за пандемии коронавируса состоится в Абхазской государственной филармонии 15 июля. На этой сцене есть много произведений, которых не исполнялось. Это произведения зарубежных композиторов, русских композиторов. Тут романсы, арии из опер, сцены из опер у нас будут, дуэты. Также из кинофильмов песни, из оперетты. То есть разнообразная программа, чтобы публика не скучала. Мы очень будем рады видеть всех любителей классической музыки, не только любителей, а вообще просто окунуться в мир искусства немножко, чтобы после все, что происходит сейчас в мире, непосредственно у нас в стране, чтобы немножко отвлечься, погрузиться в мир классики. Главный сюрприз – это наш с Алхасом дуэт. Мы взяли отрывок из оперы «Свадьба Фигаро». И там такой значимый кусочек, прям два дуэта и соединяются читативом, и мы постарались очень интересно обыграть это сценически, с какими-то элементами, атрибутами, поэтому вот это будет сюрпризом таким. Мы специально его подготовили во время пандемии, когда сидели дома, разучивали, выучили новую программу, и вот буквально почти месяц мы как занимаемся. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 18-23, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.